Всем привет, друзья! С вами адвокат Таир Насханов. И сегодня мы поговорим о соцсетях. Точнее, о возможности их закрытия. В Сенат из Нижней Палаты Парламента поступил проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка. И на днях прошла новость, что проект закона отправлен в Мажилис на доработку. Вроде бы новость хорошая, но расслабляться рано. И вроде бы ничего особенного, права ребенка должны защищаться в любой цивилизованной стране. Но почему-то люди недовольны. Петицию организовали против принятия закона. Митинг даже был. Почему так? Дело в том, что за красивым названием нормативно-правового акта и под флагом борьбы против кибербуллинга детей стоит одна из вполне четких задач. Она заключается в контроле за социальными сетями. Как это будет происходить? От иностранной платформы Facebook, Instagram, YouTube и других, число пользователей которых в течение месяца составляет более 100 тысяч, должен быть назначен законный представитель для взаимодействия с уполномоченным органом. Если его не будет, тогда соцсеть могут закрыть. Вот именно эта возможность оказаться без доступа к информации вызывает обеспокоенность у общества. За примерами далеко ходить не надо. Мы в начале января этого года были отрезаны полностью от интернета и вынуждены были получать информацию из телевизора. В России сейчас заблокированы иностранные соцсети. С другой стороны, понятное дело, государство должно защищать суверенное информационное пространство, адекватно реагировать на кибербуллинг в отношении жителей страны. Но как оно это делает? На нас продолжает литься агрессивная пропаганда спецопераций с телевизионных каналов иностранного государства. Но при этом наша власть не предпринимает попытки это остановить. Что касается травли в соцсетях, то имеющиеся правовые механизмы против кибербуллинга недостаточны. А то, что есть, нивелируется неэффективной судебной практикой. Помню, как мы приводили в чувство взорвавшегося блогера более 1,5 лет, пройдя бесчисленное количество судебных разбирательств. На мой скромный взгляд юриста, Сенат верно сделал, что вернул спорный законопроект в Мажилис. Надеюсь, что уберут положение про иностранные интернет-платформы. К сожалению, надо признать, что при дефиците независимой профессиональной прессы социальные сети – это единственный источник, где общество может выражать свою позицию. Да, как гражданин Казахстана считаю невозможным мириться с кибербуллингом, и свобода слова заканчивается там, где начинаются права другого человека. Но для борьбы с травлей современный прогрессивный мир давно выработал правовые рычаги и судебную практику. Изобретать что-то новое или брать пример с иностранных тоталитарных режимов как-то не вяжется с недавними декларациями про новый Казахстан. Заключение. Являясь членом рабочей группы законопроекта, мной были направлены летом позапрошлого года конкретные предложения по правовой защите детей от кибербуллинга. И, к сожалению, ни одно из них не было принято во внимание. На этом пока все. Будем смотреть, какая будет судьба у этого законопроекта. Надеюсь, в части соцсетей он не пройдет. В общем, поживем увидим. С вами был адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Всего доброго!